О литературе поговорим сегодня в рамках программы «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Это руководитель Всероссийского литературного культурно-просветительского проекта «Литературное наследие России», ветеран спецоперации Алексей Пресноков. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, вы не в первый раз в Уфе, но сегодня у вас особенный повод для того, чтобы приехать в столицу Башкортостана. Вот расскажите сами поподробнее. Хочу порадовать всех жителей. И чтобы каждый житель Башкортостана почувствовал гордость за свою национальную библиотеку Ахмед Заки Валиди, которая заняла первое место и стала победителем среди почти 40 тысяч библиотек в России. Это наш так называемый первый российский «Оскар» библиотечный, который проходит второй сезон. В первом сезоне победила библиотека «Современника» из Санкт-Петербурга. И я считаю, что во втором сезоне достойно вышла с победой, обогнав всех по баллам. Это Национальная библиотека. Уникальная библиотека по своему содержимому, по услугам, которые они предоставляют гражданам, по открытости фондов. И помимо диплома победителя, я привез официальные поздравления от Российского союза писателей Дмитрия Владимировича Кравчука, который напрямую участвует в этом проекте и поддержал нас с первого сезона. Также и поддержала княгиня Мария Владимировна, глава императорского дома. И от нее привез подарки, чтобы каждый житель Уфы, Башкортостана приходил и видел. Но не скажу, какие. Пусть люди придут и прочитают, и посмотрят. Ну и самое главное, это 27 томов уникального издания, полное собрание литературной премии «Наследие», учрежденной и Российским союзом писателей, и императорским двором под покровительством Марии Владимировны. Также вручены. Каждый житель сможет ознакомиться с тенденциями текущего года. Что пишут классики, ныне живущие, и что пишут люди, которые на пути к званию классика. Ведь каждый год отображает жизнь нашей страны в целом. Вот такие вот подарки я привез уважаемой библиотеке, которая заняла первое место в России. Алексей, расскажите, пожалуйста, вот вы сказали, что Национальная библиотека имени Ахмед Заки Валиди победила среди 40 тысяч конкурентов, да? По каким критериям проходил конкурс, как оценивалось? Критерии – закрытая история, но могу сказать их количество. Если в первом сезоне мы брали порядка, даже точно скажу, 68, то во втором сезоне мы хотели качественно поднять работу. В третьем сезоне мы еще планируем поднять. Во втором сезоне мы оценивали по 120 критериям. Работало огромное количество волонтеров. И не только волонтеров, заинтересованных людей в развитии проекта, в развитии этой истории. Это также поэты, писатели, довольно-таки известные. И некоторые из них были на вручении всех этих подарков, которых я привез. Заслуженных подарков. Это большой труд. Алексей, а расскажите именно, почему стали инициатором создания этого проекта «Литературное наследие России». И что входит туда, кроме... понятно, что конкурс среди библиотек – это, наверное, не единственное мероприятие. Какие еще мероприятия входят? Идея родилась после того, как я стал участником литературной премии «Наследие».
И Дмитрий Владимирович Кравчук, президент Российского союза писателей, сказал очень одну хорошую вещь. Я повторюсь, я вот недавно повторял. Каждый год мы видим жизнь нашей страны, читая эти книги, читая, что пишут люди. Классики есть классики. Это очень хорошо. Но по этим томам мы сможем проследить год за годом, как живет страна, что пишут люди, как повлияло это на творческих личностей. И все это передать в доступную версию для простых граждан, чтобы они сами могли это прочувствовать на себе. Также сейчас проходит первый сезон на базе проекта. Это «Зов предков», литературный конкурс по этике. Это первый сезон. Во втором сезоне мы планируем запустить также прозу. Довольно-таки успешное начало. Многие нас поддержали. Это Союз писателей Рунета, это Национальное агентство по печати и СМИ, Русский литературный центр и также Российский союз писателей. Хотим собрать и издать также по этому конкурсу некие сборники патриотики, чтобы это тоже осталось. Есть много талантливых ребят, много граждан, которые пишут в стол. Есть такое выражение. Надо открывать таланты. И забегая вперед, скажу важную новость тоже. Совместно с Национальной библиотекой Ахмедзаки Валиди мы сейчас делаем очередной проект. Конкурс чтецов, где Национальная библиотека Башкортостана будет иметь непосредственно главную роль. А наш проект будет патронировать это творческий совет, который будет производить оценку, определять критерии. В творческий совет, кстати, входит Гульдреус Юсупова, заслуженный журналист Российской Федерации. Кто? Башкортостан. Диана Свердловская, победительница национальной премии «Писатель года. Детская литература». Откуда? Башкортостан. Сергей Александров, писатель, глава Союза писателей Рунета. Башкортостан. В творческом совете очень богато представлены. Я надеюсь, еще появятся известные лица, представляющие столь прекрасную республику. Вы так активно ведете работу именно с библиотеками, с литературными союзами, организациями, но при этом вы говорите, что одна из задач объединения проекта – это открывать новые таланты, которые пока пишут стол, но их работы могут быть интересны читателю широкому. Да? Расскажите, как вы планируете их открывать, как вы планируете открывать эти новые имена, новые таланты? Создание альманахов, продвижение этих писателей, подсказки, где можно печататься. Не обязательно, как сам издат, кто примет. «Зов предков», допустим, вот наш конкурс, который идет первый сезон, первые 3 места получат бесплатные публикации в Русском литературном центре. Это уже обозначено в условиях. Это будет огромнейший толчок. Не в одном издании, а сразу же в 2. Это альманах «Родина». По моему мнению, это самый первый патриотический, регулярный альманах, выходящий с профессионалами, так и с новичками дела. И современные записки. Это тоже сейчас очень популярный альманах. И выходит довольно-таки приличным тиражом. И это будет очень большой толчок. И впоследствии мы готовы курировать, подсказывать. Творческий совет большой. И много известных личностей готовы и помогать. Вот продолжу. Это Константин Спасский, актер, более 100 ролей.
Алексей Витаков, бард, российский поэт, всеми известный и любимый. И так можно перечислять, я боюсь, список длинный, кого-то забуду, кто-то обидится, но все знают, в каком они участвуют в большом деле. Алексей, последний вопрос. Получаете обратную связь от читателей, от писателей, от поэтов, от авторов, которых вы открываете? Что говорят с другой стороны? Очень приятно, что данное во втором сезоне мероприятие осветило Министерство культуры. Значит, мы идем правильным путем. И я еще хочу подчеркнуть, без грантов, без поддержки, все своими силами. Мы собираем средства, помогают также и волонтеры, и все творческие люди это делают совершенно бесплатно. Значит, мы идем в верном направлении. Кто-то к нам из известных, не буду говорить, хвастаться, и делить шкуру неубитого медведя, просятся известные и актеры, и писатели, в том числе, которых вы даже знаете. Естественно, они будут в совете, уважаемые люди в культуре. Совет многогранен. Есть и музыканты прекрасные. Один из родоначальников ленинградского рок-клуба Александр Немков. Ленинградский бриллиант Григорий Седух. Это мастер скрипки пикколо. И мы планируем также музыкальный конкурс. Музыкальные истории, совмещенные с поэтикой, с прозой. Вот такие планы грандиозные. Но надо время и работать, работать и еще раз работать. Алексей, спасибо огромное, что, несмотря на такой насыщенный график, вы пришли сегодня к нам в студию, поделились своими планами. Спасибо за вашу инициативу, за то, что сегодня литература живет и отвечает, наверное, вот современным требованиям. Спасибо огромное. Благодарю вас и ваш телеканал БСТ за то, что в очередной раз тепло принял. И пожелаю процветания, успехов и всего самого наилучшего. Спасибо огромное. Благодарю. Это была программа «Интервью». И сегодня в гостях был Алексей Пресняков. Это основатель и руководитель литературного, культурно-просветительского проекта «Литературное наследие России». Спасибо, что были с нами.